Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis, je suis allée au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Я прочитала одно из своих любимых стихотворений французского поэта XX века Жака Привера. Если вы изучаете французский язык, конечно же, знаете это стихотворение. На сегодняшний день более 275 миллионов людей говорит на французском языке на 5 континентах. И количество говорящих на французском языке с каждым годом увеличивается. На языке любви и романтики помимо Франции говорят в Швейцарии, Бельгии, Канаде, Люксембурге, княжестве Монако, Маврикии, во многих странах Африки. Следует помнить, что Французская республика имеет заморские территории в разных частях света, где тоже говорят, естественно, на французском языке. Французский язык – это один из официальных языков ООН, ЮНЕСКО, многих международных организаций и инстанций. Владение французским языком – это залог успеха на международном рынке труда в разных сферах деятельности. И поэтому неудивительно, что его можно изучать в любой стране мира. Вот уже на протяжении 50 лет французский язык преподается и в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы. Студенты факультета иностранных языков, а сейчас Института филологического образования и межкультурных коммуникаций изучают французский язык на направлении подготовки педагогического образования и лингвистика на уровне бакалавриата и магистратуры. Изучать французский язык безумно интересно. Каждый урок неизменно сопровождается погружением в мир искусства, моды, кулинарии, науки, архитектуры. Знание французского языка не только открывает доступ к сокровищам французской литературы и дает возможность прочесть в оригинале великие произведения, но и делает ближе мир французского кино и песни. Наши студенты сами организовывают различные мероприятия и конкурсы, а также участвуют в фестивалях и конкурсах, организованных Альянс Францез Уфа и Ассоциацией преподавателей французского языка России. Перечислю несколько мероприятий, которые проводятся традиционно каждый год. Это Дни франкофонии в Башкортостане, фонетический конкурс, конкурс французской песни, конкурсы перевода, французский диктант. И в БГПУ имени Акмуллы регулярно проводятся встречи с носителями языка. Следует отметить, что БГПУ имени Акмуллы подписал ряд договоров с французскими организациями. В рамках реализации договора с образовательным центром «Франкофония» преподаватели из Ниццы проводят видеоконференции и онлайн-уроки для наших студентов. Наши студенты принимают также активное участие в конкурсах, организованных Французским институтом и Парижской промышленной палатой. Студенты, обучающиеся на направлении педагогическое образование, профиль английский и французский языки, регулярно становятся лауреатами программы «Ассистенты русского языка» во Франции и в течение 7 месяцев работают во Франции в образовательных организациях. В данный момент 2 выпускницы 2020 года преподают русский язык в лицеях и колледжах Франции в городах Тур, Эстампе и Орсе. 3-я выпускница 2020 года, будущей студенткой 4-го курса, стала победителем конкурса монологов на французском языке, организованном Альянс Францез Уфа при поддержке посольства Франции в России. Студентка была награждена стажировкой во Франции в городе Руане. Сейчас Мария работает учителем французского и английского языков в одной из гимназий города Уфы. Наши студенты, обучающиеся на направлении лингвистика, профиль перевод и переводоведение, регулярно принимают участие в международных проектах и конкурсах. В прошлом учебном году студенты 2-го и 3-го курса
принимали участие в международном фестивале, посвященном произведению римского писателя Апулея «Метаморфозы». Наши студенты прочитали отрывки из этого произведения на французском языке. Наши студенты, обучающиеся на профиле перевод и переводоведение, проходят стажировку в образовательном центре франкофонии в городе Ницце, так же, как и наши преподаватели. И несколько студентов наших работали в течение 3 месяцев. Они переводили с французского языка на английский и русский документы, вели переписку с партнерами образовательного центра франкофония и даже проводили экскурсии по Лазурному берегу для групп, приехавших учить французский язык во Францию. Знание французского языка представляет большие перспективы. Поступайте в Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы на направление лингвистика, профиль перевод и переводоведение, или же на направление педагогическое образование, профили английский и французский язык. Следует отметить, что если вы не изучали французский язык в школе, вы можете поступить к нам в университет по результатам ЕГЭ по любому иностранному языку. И французский язык можете изучать с нуля. Французский язык вы можете изучать у нас и в магистратуре на направлении педагогическое образование, программа «Современные технологии обучения иностранным языкам», а также на направлении лингвистика, программа «Теория и практика переводческой деятельности». Изучение французского языка – это прежде всего наслаждение красотой, мелодичностью, богатством этого языка. Выпускники Института филологического образования и межкультурной коммуникации Башкирского государственного педагогического университета успешно трудятся в различных сферах – визовых центрах, бюро перевода, Министерстве иностранных дел, Международном аэропорту имени Мустая Карима. Значительная часть выпускников работает в образовательных организациях России и за рубежом, во Франции, Бельгии, Канаде. 26 ноября 2020 года во всем мире преподаватели французского языка отметили свой профессиональный праздник. Праздновать День учителя предложил действующий президент Пятой Республики Эммануэль Макрон. Эта инициатива была поддержана Международной федерацией преподавателей французского языка, и впервые 28 ноября 2019 года отметили Международный день учителя французского языка. День учителя французского языка был задуман с целью по достоинству оценить вклад преподавателей французского языка в распространение этого языка и многогранной культуры носителей языка Мольера. Сейчас я хотела бы дать слово будущим учителям французского и английского языков, нашим студентам. Они скажут, что значит для них французский язык, и поздравить своих учителей. La France est la meilleure. Elle nous a donné le frère Lumière, le magnifique avec Belmondo, Léon, Wasabi avec Jean Reno, Dignov, Mercier, Bardot, Ardan, Tatou, Binoche et Trintignant. Pour moi, la France, c'est l'élégance, la beauté et la musique française si variée. Mireille Mathieu, Zaz, Stromae, chaque note, chaque mot répond à moi. Fermez les yeux et imaginez. Vous marchez le long de belles rues de France, la musique joue, vous êtes bien et joyeux. C'est que c'est pour moi la France et le français. Le français pour moi, ce sont ces mots qui expriment avec précision différentes nuances de sentiments, des émotions, la passion, l'amour. C'est une langue riche avec des mots clairs et précis, une langue qui aide à se comprendre. Ce sont des illustres artistes comme Renoir, Pissarro, Monet qui m'ont inspiré à apprendre le français. Grâce à cette belle langue, je peux m'initier au monde de l'art, apprendre l'histoire de la création d'une toile et savoir la décrire. Pour moi, le français est avant tout une littérature splendide.
C'est la langue de grands écrivains et poètes, et j'apprends le français pour lire leurs œuvres dans le texte. Ce jour spécial, la Journée internationale des professeurs de français, nous aimerions exprimer notre admiration de votre talent, le talent de transmettre aux apprenants le goût de découvrir ce coffre plein de trésors linguistiques et culturels. Nous vous adressons nos meilleurs vœux. Bonne fête, chers enseignants! Позвольте мне поздравить своих коллег-преподавателей Башкортостана с данным праздником на нашем любимом языке. Je tiens à féliciter tous les enseignants de français du Bashkortostan qui font vivre la langue française et les cultures francophones au quotidien. Chers collègues, bonne fête! Continuez de transmettre l'amour pour la langue de Molière, le goût de découvrir ce coffre plein de trésors linguistiques et socioculturels. Tous mes meilleurs vœux à tous les professeurs de français et à tous les apprenants.